Всем салам алейкум, здравствуйте. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов марафона. Это очень важно. Важно говорить, важно не молчать никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если, как мы уже знаем, будут такие последствия, как сейчас мы видим, сидят в тюрьме не просто люди, которые говорили правду, которые призывали больше всех, наверное, к мирному митингу, к мирным действиям. И мы видим последствия, когда были убиты не раз люди, которые также призывали к чему-то доброму и хорошему. Я не буду вдаваться в подробности о других. Сейчас мы говорим о политзаключенных. В первую очередь хочу сказать, что Ингушетия, ингуши уже не первый год под репрессиями, да, и вместе с уходом Сталиным ничего не закончилось. Сегодня репрессии также продолжаются. К сожалению, большинство людей за призыв, наверное, за просто за свободу слова сегодня будут наказаны. И мы прекрасно понимаем, что бороться с властью или с этой системой, это практически, я не хочу никого разочаровать, но это невозможно, потому что мы видим последствия. Но молчать это также незаконно и несправедливо с нашей стороны. Я не знаю более мирного митинга, хотя участвовала не в одном митинге и не в одной стране, наверное, я более мирного митинга никогда в жизни не видела, чем в Ингушетии. Я бы участвовала в этом митинге, и если кто-то призовет меня сейчас за то, что я просто там стояла, то я считаю, что это незаконно. Что я еще хотела сказать? То, что хотят нам сегодня лишить свободу слова, то, что нас хотят сегодня сделать роботами, я лично хочу бороться с этим. Я не знаю, каким образом. Я не хочу, чтобы мой ребенок сидел в тюрьме или не имел права сказать, или не имел права защитить себя, свою семью, свои границы, свою землю, свой народ. Сегодня за это нас преследуют. Нуждаются ли наши герои, так сказать, наши политзаключенные в нас? Наверное, больше мы нуждаемся в них, потому что их лидерские качества явно у нас в нашем, в обществе не хватает, потому что сегодня мы видим, что мы утихли, мы уже меньше говорим. Любая боль, она притупляется у общества, если его не возбуждать снова и снова. Я хочу призвать всех вспомнить, что с нами сделали, что вообще делают с нами. Это власть, это система. Можем ли как-нибудь с этим бороться, я не знаю, потому что я всего лишь один человек. И если это не пойдет цепочка, я просто очень переживаю, извините за громкий тон. Нужно ли максимально оглашать это дело? Я думаю, что обязательно. Нужно призывать всех правозащитных центров, всех правозащитников, юристов, я не знаю, обращаться во все возможные инстанции. Не молчать, не думать, что если мы там что-то пишем в соцсетях, что этого достаточно. Нет. Нужно писать и в соцсетях, нужно обращаться во все правозащитные центры. У меня была некая идея, как некий флешмоб. Не знаю, это не моя совсем идея, это было уже сделано когда-то, но это было более не по политзаключенным и не по политическим каким-то вопросам. Я понимаю, что собрание где-то собираться, сейчас это является любое собрание законным, сейчас карантин, вести марафоны также мы постоянно не можем выходить на связь, но каждый может сфотографироваться с каким-то как я не знаю, как это называется, на бумажке написать свое мнение в поддержку политзаключенным и выставить в один день всем, абсолютно всем, кто поддерживает акцию, марафон, не знаю, выставить свою позицию таким образом. Я не знаю, как вы поддержите это. Мне, наверное, нечего добавить, так как уже все сказали, возбуждение уголовного дела в отношении этих людей – это уже незаконно. Зная законы Российской Федерации, мы все прекрасно понимаем, какие нарушения идут по отношению к этим людям. То, что сейчас они отбывают срок, за что? За просто свободу слова. Если сегодня каждый из нас готов понести такое наказание,
тогда хорошо, я буду согласна с этим. Но никто из нас, в том числе те, кто их сегодня наказывают, те, кто рушит жизни многих людей, за что? За просто свободу слова. Сегодня мы все наказаны. Сегодня в отношении ингушского народа идет огромная работа. И эта работа уничтожит этот народ вот таким образом. Я призываю всех поддержать наших политзаключенных. Свобода наших политзаключенных. Всем ассаламу алейкум.